Маршал Шубмехкой. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Обсудим». 9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Этот праздник берет свое начало с 1769 года по указу Екатерины II. И продержался он до 1917 года, пока не пришли большевики и категорически не заявили: наши пути и дорожки разошлись, господа. Так бывает, батенька. Да, действительно так бывает. Рушатся империи, и вместо них приходят другие общественно-политические формации. А вот герои остаются навсегда. Они есть, были и будут. Об этом наша сегодняшняя передача. Мы будем об этом говорить с гостями. Маршту Алшо. Здравствуйте. Свой первый вопрос я адресую вам всем. Скажите, пожалуйста, что для каждого россиянина означает этот праздник? С чем он у вас ассоциируется? Какие чувства вы испытываете в этот день? Прошу вас, Абукар Хасанович. Праздничный день для нас, для героев, для кавалеров Ордена Славы. Мы с удовольствием встречаемся со всеми коллегами, у друзей, в Кремле, у президента. С удовольствием отмечаем его с большой радостью. Наши друзья – это наши коллеги, также, которые со мной работали в органах внутренних дел, которые учились в школе, родственники могут быть тоже. Что вы испытываете в этот день? Какие чувства вас охватывают? В этот день мы чувствуем радость, так как собираемся в кругу, я как сказал, друзей, кругу коллег, имеется в виду героев там, других там друзей, которые работали вместе, выросли, родственников. Как любой праздничный день, для нас бывает большая радость в этот день. Вы вообще думали, что вы станете героем России? Нет, приходило конечно, вам такое в голову? Я не думал, что я стану героем. Я на этот поступок шел ради сотни ни в чем не винных людей, которые могли бы погибнуть, пострадать в тот день, в день предотвращения нами этого террористического акта на территории республики. Вот так, по воле Всевышнего, Всевышний нас вознаградил этим. Я получил Героя России с присвоением золотой звезды. Другие ребята, в том числе погибшие, получили ордена мужества. Нет, конечно, не думал. Мечтать, может, мечтал в детстве, а так нет. Это большая ответственность, конечно. А вот сейчас, что для вас герой России? Ощущение, что вы уже все сделали, или это какая-то дополнительная ответственность? Нет, конечно, это большая ответственность, либо нам приходится принимать участие в решении важных задач в республике, в государственном масштабе, принимать участие в таких решениях больших вопросов. Это, конечно, для нас большая ответственность. Радимхан Ахметовна, прошу вас. Дядя Калчин, Масне, добрый вечер, уважаемые телезрители. Для меня этот праздник, конечно, гордость, я сказал бы. Защитник Отечества всегда считалось, с гордостью даже можно сказать, что вот каждый мужчина, я думаю, что они сами в душе герои даже. Сегодня наши ребята, которые уходят сами добровольно в армию, нету уклонщиков, которые уклоняются, вот, с большим удовольствием уходят. Я думаю, что каждый думает, что станет героем. И я думаю, что этот праздник для нас, для всех, значимый праздник. И низкий вам поклон героям всем. Я сама кавалер орденов, 2 орденов за мужество, и сама горжусь, хотя женщина, потому что для меня этот праздник большое уважение к ним, честь, достоинство, я бы сказала бы.
И низкий поклон матерям, которые родили, воспитывали наших героев, наших военных. Поэтому я думаю, что этот праздник значимый праздник. И всех героев я уважаю с большим удовольствием сказать. Массанина диалриас халх вангиш халил бячина халки бячина. Магомед Закриевич, вы внук легендарного Тугана Мальсагова. Наверняка вы испытываете особый трепет в этот праздник. Конечно, День Героев Отечества. И Отечество это для всех нас, это святое. И для меня в том числе и должно быть это так. А герои, которые берегут и нам сохраняют мирное небо и берегут наше Отечество, это люди святые для меня, герои. Низкий поклон вот нашему герою, который сегодня здесь находится. Живая легенда. Да, с нами вот на этой телепередаче. Он очень скромный человек, видите, как он немногословен. Мы это уже научились говорить много, а для него это очень волнительно с нами находиться на этой телепередаче. И мы говорим всегда, что малая родина, большая родина, а Отечество у нас одно. И вот Отечество, его явные заслуги оценило и дали Героя Российской Федерации. Надо отметить, что в начале передачи вы сказали, что Екатерина II учредила этот праздник, но мы должны помнить и все заслуги, и всю вот, историю нашего Отечества, какой бы она ни была. Герои были, будут вот, и они есть и есть всегда. сегодня вот, среди нас тоже. Я, готовясь к этой передаче, узнал и уточнил, можно сказать, что в Советском Союзе звание Героя Советского Союза получили 11 тысяч чем-то человек. Но по последним уточненным данным Исторического музея России более 12 тысяч человек получило. Из них 97 женщин. Трижды получили звание Героя Советского Союза около десятка человек. Кажется, 9 человек. И вот сегодня здесь, в Ингушетии, в маленькой Ингушетии, у нас 17 героев, уроженцев Советского Союза и России. Из них двое русские. И сегодня, вот, по уточненным данным нашего Госархива Республики, 17. И вот двое из них русские, остальные представители ингушского народа. Но это наши герои. И поэтому эта традиция продолжается, и это очень значимо. Настоящий герой Абукар Костоев многократно принимает участие на наших мероприятиях. Музей Краеведения провел обширное мероприятие, посвященное этой памятной дате, одной из самых значимых для нас с вами. И вот на этих мероприятиях присутствовали вот кадеты наши и юноармейцы. И что хочется сказать, что в нашем музее представлены и все эти георгиевские кавалеры, тоже по источникам нашего Госархива более 43 человек георгиевских кавалеров. Из них 7 русских, наши уроженцы, проживавшие на территории Ингушетии. Вот все герои и России, и СССР, и герои труда. Их 12 человек, герои труда. Вот эта работа будет продолжена, и нами всегда проводятся мероприятия, и мы передаем эту эстафету нашему подрастающему поколению и приглашаем всех посмотреть эту выставку, которая сегодня открылась. А сегодня она открылась к нашей вот трагичной вот ситуации. Уже появились 2 героя в специальной военной операции, и они представлены, их костюмы представлены в Музее Краеведения. И вот о них мы подготовили постоянный зал, большой зал, и эта экспозиция будет тоже рассказывать нашим гостям и жителям республики об этом подвиге.
Очень нужная работа. Спасибо вам за это. Изначально праздник назывался Днем Георгиевского кавалера. Вы наверняка об этом все знаете. И первым из ингушей, полным кавалером всех 4 степеней знака отличия военного ордена с 1913 года, именуемым «Военный крест», стал юнкер горской милиции Той Кантышев. Орденом Святого Георгия 4 степени были награждены Мачко Басоркин, командир отряда горской милиции, кадровый военный Касым Долгиев, генерал-майор Сасламбек Бекбузаров, поручик Хаджимурат Богатырев. Но здесь мне хочется еще вспомнить генерал-майора царской армии, участника Первой мировой войны Сафарбека Мальсагова. Вот такие замечательные предки у ингушей. И именно они закладывали военные традиции ингушского народа. Тамара Муткиреевна, как историк, вы какое чувство испытываете в день этого праздника? Что вас с ним связывает? Действительно, этот праздник очень нужный. Почему? Потому что именно на героях стоит наше Отечество, и жизнь детства на героях. Начиная практически этот праздник у меня ассоциируется с понятием, с любовью к Отечеству, с любовью к России. То есть с гордостью к тем людям, которые, не щадя своей жизни, отдавали свои жизни многие за то, чтобы мы сегодня с вами здесь, может быть, я немножко в упрощенной форме говорю, но за то, чтобы мы сегодня здесь все мирно и дружно сосуществовали. То есть я что хочу сказать к тому, что вот... И это не просто слова. Конечно, это если не просто учесть, какова слова. обстановка в мире Ситуация сегодня. очень сложная сегодня, и мы должны все это понимать, и тем более сегодня очень большое значение придается и тем защитникам, современным защитникам нашего Отечества. И мы сегодня гордимся теми нашими предками, которые действительно служили верой и правдой нашему Отечеству, начиная еще, как вы сказали, с Российской империи. Действительно, вы знаете, со времени вхождения Ингушетии, вернее, единения Ингушетии с Российской империей, то есть 1770 года, ингуши верой и правдой служили России. Я хочу сказать здесь, что я имею в виду. В годы гражданской войны, до гражданской войны еще в числе ингушей есть 6 генералов царской армии. Помимо этого, в годы Первой мировой войны у нас полных кавалеров Георгиевских крестов 27 человек. Полных кавалеров, это имеется в виду 4 ордена Георгиевского креста имеют эти люди. Помимо этого, что мы должны еще добавить? Что в годы Великой Отечественной войны наши воины доблестно, смело, мужественно сражались на всех фронтах, ключевых фронтах Великой Отечественной войны. Это имеется в виду, защищали Москву, Ленинград, Сталинград, на Курской дуге воевали. То есть во всех ключевых сражениях принимали участие и действительно очень смело и мужественно проявляли свои боевые качества. И даже под вымышленными именами да, в годы знаете, войны в 1944 году. Я бы хотела бы немножко вот то, что раз вы затронули эту тему, сказать. Я этой проблемой занимаюсь долгие годы, начиная с 1997 года. И работая в Подольском архиве, я выявила более 89 человек, которые поменяли национальную принадлежность для того, чтобы остаться на фронте. То есть я имею в виду после депортации 1944 года, вы знаете, был издан указ всех демобилизовать с фронта и отправить к родным и близким в депортацию. Но тем не менее командиры этих частей, где служили ингуши, рискуя своей жизнью, оставляли этих людей под вымышленными именами, и они воевали до конца. Вы знаете, я считаю, что даже этот подвиг является, действительно, вот такой поступок является героическим. Я понимаю, что если люди меняют национальность, чтобы уйти с фронта, а тут люди меняли национальную принадлежность, чтобы остаться на фронте и дойти до победного конца. Это какой стержень должен быть? Какой стержень, какое мужество нужно иметь, несмотря на то, что, вы знаете, их народ был депортирован, это не послужило обидой, не зациклились, и они, то есть, были преданы тому, что они встали на путь защиты Отечества и дошли до Берлина, очень многие. И у нас даже есть, вернее, был Богатырев Умар Заалевич,
он проживал в Малгобеке, он всегда, я о нем писала материал, и он говорил, что я водружал знамя над Рейхстагом. Хотя это такие спорные моменты, может быть, сегодня показаться, но тем не менее, 11 знамен было водружено над Рейхстагом. И почему мы не можем допустить, что Богатырев Умар Заилевич был одним из них? Тем более он настолько это ярко рассказывает. Умар Заилевич командовал в то время зенитной батареей, и он говорит, со своими бойцами я взошел, водрузил знамя, но это знамя было сбито овцу. И после того, как я спустился, говорит, маршал Жуков мне пожал руку и сказал, я вас представляю к званию Героя Советского Союза. Но в силу известных обстоятельств эти награды наших героев многих не, как говорится, не постигли, но ему было или заменили. Был вручен орден 8 мая 1945 года, орден Красного Знамени. Вот. И что я еще хочу добавить. И сегодня у нас действительно достойная преемственность поколений. Сегодня, в то время, когда наше Отечество действительно находится в очень сложной ситуации, когда вся страна принимает участие в специальной военной операции, наши ингуши достойно несут знамя своих предков. Среди тех, кто сегодня воюет и принимает участие в спецоперации, наши бойцы представлены более 22 человек, точно это по последним данным я смотрела, 22 человек представлены к Ордену Мужества. Многие посмертно, к сожалению. У нас 2 человека имеют присвоено звание Героя России. Это Хамхоев Адам и Боков Мустафа. Но, к сожалению, посмертно эти звания присвоены. То есть я что хочу сказать, за все время проведения специальной военной операции было представлено к званию Героя России 120 человек. Но среди них для нашего народа это 2 человека, это довольно-таки приличное количество. Я не знаю, правда, насколько правда, сегодня, идя к передачу, мне сказали, что к званию героя представлен и наш герой Хашагульгов Султан, который являлся 4-жды кавалером 4 орденов мужества. Да. Я надеюсь, что это правда. Это замечательно. Я, правда, не могу 100% сказать, но мне сказали, что это уже состоялось такое событие. Беслан Магометович, вы у нас военный, и наверняка к этому празднику у вас какое-то личное свое отношение. Да, ассалам алейкум. Вы знаете, какое-то ощущение праздника у меня в этот день не возникает, потому что сегодня мы говорим о тех героях, которые были награждены в боях же. И что предшествует тому, перед тем, как их наградили героями, правильно? Тот тяжелый труд, да, что происходит в бою, как он становится героем. Вот я сам участвовал в бою в Алкуне, когда одного из нас наградили героем. Но не ингуша, а русский офицер был представлен и награжден ордену Героя Российской Федерации. Я хочу сказать о том, что во время боя, во время того, что происходит, да, никто не думает об орденах, об этом геройской звезде или о смерти. Об этом нет речи. Вот, допустим, я вам приведу пример. Вот у нас был случай с чеченской границы. На огненном автомобиле 2 на посту убили офицера и попытались пройти в соседнюю республику. И мы оказались рядом, и мы, когда начали их переграждать, они пешком убежали в лес. И 5 километров мы преследовали их. Снег по колено там был. И вы думаете, в этом, походе, да, вот они отстреливаются, мы их преследуем. Но у нас была задумка взять их живьем, поэтому мы их преследовали так долго. Я вам хочу сказать, что во время этого процесса, да, вот когда происходит бой и вот такие дела, не думаешь ни об орденах, ни об геройстве, ни о смерти. Главное выполнить задачу. Но в жизни всегда есть место подвигу. Да? Конечно, конечно. Вот именно вот когда вот после того, как боевая задача выполнена, и мы этих тоже задержали и провели обратно, после этого. Но потом командование решает, какие поступки были совершены.
Но я думаю, что, на мой взгляд, вот это героями не рождается, героями становится, вот такие говорят же вещи, да. Я думаю, что это человеке заложено с рождения. Вот как доброта, да, как взаимопомощь. Вот такие вещи, это геройство человеке заложено, просто это спит. Во время, допустим, упала граната, да, вы думаете, у него есть время подумать, да, я сейчас умру, спасу остальных, что ли? Нет такого времени, понимаете, это секунда. И он готов пожертвовать своей жизнью, накрыв гранату, да, чтобы окружающим ничего не повредило. Вот они остались живы. Он готов пожертвовать своей жизнью. Вот это, как сказать, самопожертвование, да, вот мы называем это геройством, да, допустим, да. Вот это в человеке, я считаю, заложено. И никто не знает до того момента, пока не настанет этот момент, мужчина сам не знает, герой он или не герой он. Это, вы знаете, как первый бой, да, вот. Первая перестрелка, да, вот, русские называют это крещение боем, да. Вот этот первый бой, никто не знает, как он поведет себя в этом бою. Судя по тому, сколько у нас героев, из каких времен, мы можем себе отчетливо сказать, патриотическая культура всегда существовала у ингушского народа. Вы с этим согласны? Позвольте вот так ответить на этот вопрос. Вот в недавнем прошлом в нашем музее прошло мероприятие всероссийского значения, которое провел герой России Вукар Хасанович, который передал музею знамя памяти вот, героев. Это мероприятие «Вахта Героев Отечества» называлось, да. И это знамя передано музею, она находится в зале Великой Отечественной войны. И это мероприятие, которое проводилось в республике, мы там присутствовали. Вот это и есть. Вот это и есть культура патриотизма. Почему? Потому что... Это один из фрагментов. Да, это один из фрагментов. А подтверждение тому, сегодня в специальной военной операции 7 из одной семьи Акбиевой, 4 из семьи Елоевых, Зурабовых, Мистоевых, Хашигульговых. И таких примеров много. Проведите пример. Хотя они если в и не России есть обязаны. еще один народ, который так имеет такую культуру патриотизма, назовите. Владимир Шаманов, который исполнял свой конституционный долг, наводя порядок конституционного порядка в Чечне, он сказал, что я эту звезду Героя России получил 6-й раз, на 6-й свой подвиг. Видите ли, он сказал, вот неприятно сказал, когда наши вот воины выполняют подвиги, а там группа чиновников в кабинетах решают стать героями или не стать этому человеку героем. Владимир Путин, президент России, сказал, одного пошлите домой, 3 братьям Евлоевых. Президент России отметил. Понимаете? Но из-за того, что вот это все озвучено, и это является подвигом даже. Мы показали свою культуру патриотизма ведь этим, если президент России Владимир Владимирович Путин об этом говорит. Спасибо большое. Для нас, наверное, праздник, он особенный. И праздник, как мы привыкли в истории знать, что праздник со слезами на глазах. Во-первых, потому что наша школа носит имя героя. Героя Калиматова Алихана Макшариповича. Это Сунжинская школа. Это Сунжинская школа. И мы трепетно относимся к этому празднику. Мы всей школой готовимся к этому празднику. И работаем под девизом «Равнение на героя». У вас есть и парта героя. Парта героя. У нас есть музей. Центральная стена занята, именно посвящена его подвигу, его жизни и творчеству. Поэтому для нас этот праздник особенный. Он учился в этой школе. Да, это наш выпускник. Это как продолжение говорю, его судьбы, поэтому, получается. Да, это праздник со слезами на глазах, потому что это наш герой, это наш ученик, наш выпускник. Это человек, который постоянно был среди нас, вместе с нашими детьми. В редкие свои отпуски он приезжал к нам в гости, был всегда с детьми, привозил какие-то интересные материалы. То есть мы его потеряли, и нам больно от этого. Поэтому для нас не только Алихан Макшарипович, их у нас много героев, но он для нас особенный, потому что наша школа носит его имя. Спасибо. Дорогие друзья, я приглашаю вас посмотреть сюжет о героях в ингушах. Подвиги героев Отечества бессмертны. Их имена золотыми буквами вписаны в историю нашего народа и великой державы. За каждой золотой звездой стоит достойная история и судьба людей, посвятивших свою жизнь служению Родине.
Первым звания Герой Российской Федерации был удостоен наш земляк, генерал-майор авиации Сулумбек Асканов. 7 февраля 1992 года при очередном вылете у самолета Асканова отказало управление. МиГ-29 стал стремительно терять высоту, и была очевидна вероятность падения его на жилые дома. Сулумбек Сусаркулович сумел увести самолет от населенного пункта, однако сам катапультироваться не успел. Память об этом светлом человеке, об этом офицере, о летчике неизгладима среди ветеранов и последующих поколений. Не с достойным противником на поле боя погиб исполнявший на то время обязанности министра МВД Республики Ингушетия Абукар Костоев, а от пуль людей, скрывавших свои лица за черными масками. Его не стало 21 июня 2004 года. В 2007 году, подло стреляя в спину, лишили жизни полковника ФСБ Алихана Калиматова. Его машина была изрешечена многочисленными пулями неизвестных. Жизнь, к сожалению, была короткой, но яркой, насыщенной и по-настоящему героической. Указом президента Российской Федерации Алихан Макшарипович был представлен к званию Героя России. 7 августа 2009 года состав милиции из 50 человек проходил инструктаж на плацу. Ворота РОВД Назрани неожиданно протаранила «Газель», груженная взрывчатыми веществами. Капитан Руслан Нальгиев открыл огонь по «Газели». В результате мощного взрыва было разрушено здание РОВД и близлежащее жилое строение. Погибло более 20 человек, и около 250 человек, в том числе и 9 детей, были ранены. Жертв могло быть больше, если бы не решительные действия капитана Нальгиева. В сентябре 2014 года, обнаружив автомобиль, проходивший по ориентировке, майор Абукар Костоев и его сослуживцы остановили его, потребовав выйти водителя на улицу. За этим последовал мощный взрыв. Сослуживец и друг Абукара Костоева Магомед Маршаули погиб на месте. Абукара Хасановича тяжело ранило. После долгого лечения он встал на ноги, пополнив список ингушей-героев России. Во все времена мужество, честь, доблесть и отвага были отличительными чертами славных сынов и дочерей ингушского народа. Участники Великой Отечественной войны, герои России, летчик-истребитель Мурат Аздоев, летчик-бомбардировщик, прозванный Горлым Орлом, Ахмед Мальсагов, летчик штурмовой авиации Шервани Костоев, первый президент Республики Ингушетия, герой Советского Союза Руслан Аушев, заместитель министра обороны, герой России генерал-полковник Юнусбек Евкуров. В жизни всегда есть место подвигу. Впервые среди мужчин-героев-ингушей появилась и женщина-героиня. В 2002 году боевики вторглись в селение Галашки. Марем Арабханова была первой, кто столкнулся с незваными гостями. Женщина не растерялась, что позволило спасти село от большой беды. Имена сотен и сотен героев Отечества вписаны в летопись нашей страны. Они живы, пока мы их помним и чтим. Я хочу сказать про то, что действительно, вот как сказали, герои, да, у нас есть очень много героев, нашей молодежи есть на кого равняться, и это очень радует. Есть с кого брать примеры. Также хотелось бы мне, вот так как я живу в Плиево, сказать про Сулумбека Асканова. У нас есть школа, где есть музей, посвященный именно ему. И хотелось бы, чтобы наша молодежь посещала бы этот музей. В школе могли бы устраивать экскурсии, вот как посещать ту же 4-ю школу, да, если есть музей. И наши дети, наше подрастающее поколение, именно я хочу сказать про мужскую половину, они бы знали больше. И, может быть, это, я думаю, как-то вдохновляло бы на то, чтобы они тоже могли бы стать у нас героями. Наверняка это вы должны организовать. В школах есть заместители по воспитательной работе. Я думаю, что это их обязанность организовывать такие мероприятия. И Типа передвижных выставок. Да, да. И вполне я думаю, что это было бы очень даже актуально, вот учитывая, что сейчас как раз и праздник у нас, да, ну, мы же говорим, что это все-таки праздник, да, что если бы вы посещали бы эти музеи,
Вот, допустим, те же кадеты, они могут тоже поехать, посмотреть, и для них это было бы интересно и познавательно. С учетом новых технологий их можно оцифровать? Конечно, можно. Все можно сделать. Было бы желание. Это все в ваших руках. Займитесь этим, пожалуйста, активно. Я считаю, что этот праздник, мы как фонд имеем особое отношение к этому празднику, так как мы оказываем содействие, помощи нашим защитникам, нашим бойцам. То есть это наши будущие герои. Как здесь в зале уже говорилось, у нас есть... общественная организация? Нет, мы фонд «Защитники Отечества», да, государственный фонд. Угу. Да, у нас уже есть, к сожалению, посмертно, но есть уже герои, которые участвовали в специальной военной операции, о них уже говорили здесь в зале, поэтому, конечно, этот праздник для нас, для фонда имеет большое значение, и мы его у себя в фонде тоже отмечаем, и он у нас чтится, этот праздник. Скажите, какие функции выполняет фонд? Фонд оказывает персональное социальное сопровождение ветеранам СВО и членам семей, также членам семей погибших. Примеры можно привести? Да, примеров у нас очень много, у нас уже около 200 обращений, из них 150 обращений уже решены. К нам обращаются, начиная от предоставления земельных участков для строительства, заканчивая медицинской помощью. Мы оказываем медицинскую помощь, психологическую помощь, юридическую помощь, социальную помощь, трудоустройство, переобучение. У нас здесь в зале присутствует Хадзиев Ибрагим Адамович, это ветеран специальной военной операции. Я торжественно его представляю, так как он считается подопечным нашего фонда, и таким ребятам мы оказываем помощь, членам его семьи. К нам обращался один из ветеранов за помощью, медицинской помощью, и наши социальные координаторы, у нас 20 социальных координаторов, чуть более 20 социальных координаторов, которые непосредственно занимаются помощью ветеранов специальной военной операции. Так к нам обратился один из ветеранов за медицинской помощью. Мы очень быстро связались с медицинской организацией, и буквально за 2 часа его ребенку сделали операцию. Это как пример, и они очень благодарили наш фонд. То есть таких примеров очень много. Мы работаем, правда, всего полгода по поручению Владимира Путина. Фонд был открыт 1 июня. Во всех регионах России, 81 регион, и вот во всех открыты такие подобные фонды, как вот речь сейчас о нашем фонде идет. В нашей студии присутствует супруга ветерана СВО, это Бекова Мадина Хаджимуратовна. Скажите, пожалуйста, какая помощь вам оказана, довольны ли вы? Я являюсь супругой, ветерана боевых действий, который участвовал неоднократно в специальной военной операции на Украине. Что сказать о фонде, который открыли с 1 июня благодаря Владимиру Владимировичу Путину, и нашему глава тоже поспособствовал открытию у нас филиала его. Большое ему за это спасибо. И руководителю фонда Аздоеву Муслиму Руслановичу, который принимает все-таки немаловажную роль в обеспечении семей и военнослужащих самих, в оказании различных видов помощи. Например, какая помощь была оказана нам? Это устроить, ребенка, мы устроили ребенка через фонд в школу-лицей. Мы состояли на очереди несколько. В Назране? В Назране, да. Вот. И оказывается, всевозможная помощь, как таковой мы особо, скажем так, нужды такой нету на сегодняшний день. Вообще ветераны боевых действий, которые сослуживцы, скажем так, которые работают с моим супругом, оказывается медицинская помощь чтобы допустим, члены их семей, это родители, допустим, дети и супруга, если есть, по каким-либо заболеваниям получали медицинскую квалифицированную помощь. И у детей военнослужащих, как я знаю, бесплатное питание в школах, в детских садах. Если, допустим, есть у кого-то нет возможности... Разве у нас в школах платное питание? У нас в школах до 5 класса бесплатное питание, но, опять же, ветераны боевых действий, они имеют право до 11 лет, их дети получать бесплатное питание. То есть это тоже большое преимущество, я так думаю, для нашей маленькой республики, правильно? Угу. И оказывается, я же вам говорю, масштабная помощь в фонде. Фарида Мусаевна, скажите, пожалуйста, какие перспективы у фонда? Вы расширите свои возможности со временем?
Для предоставления более оперативной помощи нашим фондом заключаются соглашения с разными структурными организациями, общественными организациями, также с министерствами, ведомствами. То есть это для того, чтобы в дальнейшем уже более оперативно решать вопросы. У нас есть, конечно, и сложные вопросы. Это земельные участки, это вопросы по оплате долги за свет, газ. И для того, чтобы быстрее решать вопрос, мы будем заключать соглашение с «Газпром Межрегионгаз Назрань», с электриками. То есть посреднические функции. Да, для того, чтобы быстрее решить проблемы наших подопечных, мы будем для этого заключать соглашения. Уже заключены соглашения со многими организациями, общественными организациями, министерствами, юридическими организациями, для того, чтобы предоставлять через них помощь нашим подопечным. Всем добрый день, спасибо за приглашение. В 2020 году я принимал участие в проведении специальной операции совместно с нашими подразделениями. Это дислоцируемые в Республике Ингушетия. Это ОМОН и СОБР. Отношение к проведению, я считаю, что как участник, который находился в гуще этих всех событий, мы делаем правильное дело, помогаем населению, которое живет на данных территориях, своими глазами, и много свидетелей есть, что население Украины, которое проживает на Донецкой, Луганской, Запорожской области и Херсонской области, своим правительством было угнетено. Очень большая социальная яма. Люди живут на грани бедности. Все земли были изъяты у населения. Это просто очевидно, да? Это очевидно, это было видно. Мы когда проводили определенный ряд мероприятий с нашими подразделениями в населенных пунктах, это было видно. Люди не могли даже себе позволить там осуществить ремонт заборов, крыш, старые черепицы еще 70-х, 60-х годов на домах, заборы со значками Олимпиада 80, ну вот так. Низкий социальный уровень населения. Работы у людей почти как таковой там нет. В основном и социальных выплат тоже. Социальных выплат тоже. Пенсии у пенсионеров, у ветеранов, даже кто имеет статус там ветеранов Великой Отечественной войны, в 2-3 раза меньше, чем на территории Российской Федерации. Люди там, большинство жили за чертой бедности. Но с приходом Российской Федерации на эти территории намного улучшилось положение населения в плане и социальных услуг, и бытовых каких-то, и оказания помощи от государства людям. Что касаемо, хотел бы сказать, патриотического воспитания нашей молодежи, по итогам осеннего призыва военным комиссариатом для прохождения военной службы по призыву направлено 215 человек. Призыв выполнен в полном объеме, никаких срывов, каких-либо проблем у нас не возникало. В тесном взаимодействии с правительством, с главами районов, городов и сельских поселений призыв мы выполнили в полном объеме. Касаемо контрактников, которые бывают в зону проведения специальной военной операции. Ежедневно с пункта отбора по призыву, который находится на территории республики, в зону проведения специальной военной операции направляется 2-3 человека в день. Это много или мало? Это для нашей республики это очень много. То есть они идут добровольно. Касаемо прохождения военной службы, неоднократно отмечались и руководство Министерства обороны, и командование части отмечаются очень положительно. У нас на сегодняшний день 58 человек, награжденных разными медалями. Военнослужащим, которые заключили контракт с Министерством обороны, правительство выделяет единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей и земельный участок. И, соответственно, со стороны Министерства обороны единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Люди, которые находятся в моей организации, сейчас выполняют специальную военную операцию, и я с ними на связи. И я хочу сказать, что буквально вчера с нашей группы 6 человек решили подписать контракт и уехать в зону специальной военной операции. И какого возраста это люди? это люди 45-50.
Да, это те, которые работали со мной, ну, ушли в пенсию вместе со мной. Очень опытные люди, получается. Очень опытные люди, да, бывалые люди, потому что я вот, допустим, с 93-го года в структурах нахожусь. Также эти тоже находились, ну, ушли на пенсию, побывали на пенсии, но, видимо, нам стало скучно и решили уйти. Привыкнуть к гражданке, человек, который 20 с лишним лет отдал военной службе, допустим, я 23 ушел на службу, 44 ушел на пенсию. Понимаете, всю сознательную жизнь, когда ты проводишь в военной службе, отвыкнуть, ну, я думаю, это невозможно. Потому что по ночам... военных не бывает. Не бывает, по ночам она все равно снится. Я хочу вам зачитать свое четверостишее. Наверняка вы сразу поймете, о чем речь. Звезду героя, получив вместо сына, он к небу поднял влажные глаза. Смиренное почтение, спасибо, а по щеке катилась слеза. Я предлагаю вам посмотреть сюжет о героях, ингушах, участниках специальной военной операции на Украине. – 19 мая 2022 года группа Адама Хамхоева работала на северодонецком направлении. Снайперская пуля тяжело ранила Адама. Командира собирались эвакуировать, но он наотрез отказался покинуть передовой рубеж. 27 июня указом президента Российской Федерации Владимира Путина Адам Хамхоев был представлен к званию Герой России за то, что лично демонстрировал героизм и воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу. Жизнь Адама Хамхоева является примером настоящего целеустремленного человека. Еще в юные годы он выбрал путь офицера, человека чести, безупречного выполнения воинского долга. Надежный и грамотный командир, бравший на себя главный удар в минуту опасности. Получил тяжелое ранение, он многие часы продолжал сражаться с врагом. Мустафа Боков с первых дней начала специальной военной операции на Украине сражался в составе 71-го гвардейского мотострелкового полка, 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии. Погиб 16 мая 2023 года, исполняя свой боевой долг в зоне специальной военной операции. 8 июля 2023 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, героизм, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к званию Герой России. Я участник специальной военной операции. С 24 февраля начала специальной военной операции был участником. Брали аэропорт в Мелитополе, также в Мариуполе и заходили впервые в Донецкой области. Наша бригада заходила первую в Донецкую область. Это очень серьезно. Я хочу сказать, вот слышал от подрастающего поколения многих, что зачем нам это нужна была война, зачем мы туда поехали. Хочу сказать вот так, не буду называть место точно. Когда мы заходили, мы брали некоторые места, некоторые пункты. Были нахождены также там планы о братья Крыма, Украины. Если бы на сегодняшний день, если бы Украина вступила бы в НАТО, уже натовские ракеты бы стояли бы рядом с Крымом. В первую очередь у них была цель взятия Крыма, а потом уже дальше пойти на Россию. Соответственно, спецоперация была начата правильно. Были также со мной ингуши, парни. Я был в Севастополе, дислокация моей части. Мержоев, Беслан, Картоев, Хасан, Мугышков, всех не могу перечислить. Мержоев, Исмаил еще. Парни очень достойно себя провели. Награждены были медалями за отвагу, еще некоторыми орденами. Наверняка после этой операции у вас будет такое братство. Честно говоря, братство. Были моменты, когда мы впервые заходили, не было времени даже кушать, потому что шли только вперед. Был момент, где я одну галетку делил с 3 людьми. По-братски. По-братски, да. И не жалею об этом. Все вот у нас часть Помните была... песню
И хлеба горбушку, и ту пополам. Были даже некоторые моменты, что выходили сами же украинцы, гражданские люди, из таких маленьких теремочков, яблоки давали, молоко козье, там хлеб, были рады нам. Братство у нас многонационально была часть, и поэтому дагестанцы, русские, чеченцы, ингуши, евреи были, даже немцы с нами служили. Герман такой был, Бритван. Все, как бы Это сказать, немцы Поволжья. да, все были, как бы сказать, не было ни нации у нас, ни религии, все как бы понимали друг друга. У вас была цель. Цель, да, общую, говорили общий на русском языке, шли вперед. Спасибо. Мы немного затронули, говорили о героях Великой Отечественной войны, и мне сейчас хочется остановить ваше внимание на Джабраиле Дабиевиче Картоеве, политический и государственный деятель Ингушетии, участник Великой Отечественной войны, гвардии подполковник, начальник разведывательного отдела штаба армейского корпуса. В ноябре 1943 года за форсирование озера Севаш в Крыму был представлен к званию Героя СССР. По известным политическим мотивам награда была изменена. И, кстати, таких имен среди ингушей очень много. Да, Тамара Муткиреевна? Действительно, в годы Великой Отечественной войны многие ингуши были представлены к званию Героя Советского Союза. Но в силу тех указов, которые были изданы правительством Советского Союза, в 1943 году был нелегальный указ не представлять к высокой государственной награде представителей ингушской национальности, чеченской национальности, которая предстояла депортация. И одним из таких, как вы сказали, Картоев Джабраил Дабиевич. Он был представлен к званию Героя Советского Союза. К радости есть документы, сохранились документы, представления, то есть наградной лист о том, что он был представлен к званию Героя Советского Союза. И, на мой взгляд, получил он эту награду или не получил, это, конечно, вторая сторона медали, как говорится. Но главное, что он был представлен к этому званию. Но мне бы хотелось бы еще назвать таких людей, которые действительно имеют наградной лист о том, что они представлены к званию Героя Советского Союза. Это Куриев Джабраил. Об этом человеке мы совсем недавно узнали, совсем недавно. Несколько лет назад по заданию руководства нашей республики мы работали в архивах Казахстана. И там мы обнаружили личное дело Куриева Джабраила. Он совсем молодым, в возрасте 29 лет умер в Казахстане, ну, видимо, от сложных, тяжелых условий каких-то, которые окружали их в депортации. Но наградной лист о том, что он представлен к званию Героя Советского Союза, тоже совсем недавно мы обнаружили на сайте «Поиск». Это наша архивная служба. Работы, получается, непочатый край. И мне бы хотелось сказать еще о Гудантьеве Руслане. Тоже есть наградной лист о том, что он был представлен к званию Героя Советского Союза. Вы знаете, вы, наверное, часто задаетесь вопросом, когда бываете на мемориале памяти и славы, да, в нашем Назрановском, и обратили внимание на мемориальную плиту, где указаны имена героев Великой Отечественной войны. Там среди них 57 героев, в том числе есть и Картоев, и Куриев, и Харланов, Виноградов, которые же точно были вручены, вернее, представлены к званию этого героя, то есть званию Героя Советского Союза. Но мне бы хотелось пояснить некоторые моменты в отношении этой мемориальной доски. У многих возникает вопрос, что у нас не было стольких героев и так далее, и так далее. То есть я что хочу сказать? Я участвовала в этой комиссии, которая формировала эти списки. И я вам хочу с уверенностью заверить вас, что среди этих людей нет недостойных людей, которые не имели бы права быть в этих списках. Это все люди, которые по каким-то причинам не были, вернее, не были им вручены эти звания. В те годы это было невозможно. Конечно. Вы можете себе Они такое имеют очень высокие государственные боевые награды, это имеется в виду ордена Красного Знамени, Октябрьская революция. То есть и по одной, по две, по одному и по два ордена эти люди имеют. И поэтому из-за того, что им не вручили, они же не виноваты. То есть это было время, которое действительно сегодня наш с вами долг доказать и отдать дань памяти тем людям, которые действительно заслуживали
того, чтобы сегодня о них помнили, и они числились в рядах героев Великой Отечественной войны. Тамара Унгиреевна, мне еще хочется вспомнить о последнем защитнике Брестской крепости Барханоеве Уматгирее. Вы знаете, Барханоев Уматгирей Артаганович действительно сегодня, да, мы с вами говорим, что он последний защитник Брестской крепости, но вы знаете, у нас нет документальных подтверждений этому факту. Но у нас есть воспоминания тех людей, которые были сослуживцами, которые помнят эту историю, которые в устной форме передали эту историю для нас, довели до эту историю. А не верить этим людям у нас нет основания. Почему? Потому что накануне войны, в 1939-1940 году из Республики Ингушетия, в частности из Средних Очелков, то есть Малгобекского района, были призваны служить в Брестскую крепость более 100 человек. И именно на момент начала войны в Брестской крепости служили все, более 100 человек, вот, уроженцев Ингушетии. И из них воочию, которую мы сегодня можем говорить, и на мемориальной плите в Брестской крепости числятся имена Тичуева Халита и Исмурзиева Мавлида. Ну а все остальные, как и многие другие, которые погибли во время обстрела Брестской крепости, они остались, как говорится, в памяти неизвестными. То есть неизвестна судьба этих людей, чем закончилась судьба этих людей, потому что Брестская крепость была полностью разрушена. Архивная документальная база была тоже разрушена. И сегодня доказать что-либо о том, что кто именно погиб во время штурма этой Брестской крепости, нам сегодня очень сложно. Конечно, у нас неоднократно делались попытки. Но у нас есть свидетельства очевидцев. Конечно, есть. Вот я же об этом и говорю. Просто я сейчас не буду останавливаться на более подробно. Это очень большая, длинная история. Но у нас нет оснований не верить этим людям. Понимаете? И доказать документально сегодня это очень сложно. Даже если мы сегодня выедем в Брест, будем изучать эту историю, у них даже нет этих документов, которые могли бы подтвердить именно кто погиб во время обстрела этой Брестской крепости. Это очень сложные моменты. И поэтому сегодня наша с вами задача, конечно, по крупицам восстанавливать имена этих героев и отдавать им дань памяти по заслугам. Долг, да. Настоящий долг. Обязательно. И ученые республики, я должна сказать, над этим усердно работают, особенно с тех пор, как у нас появилась возможность после 90-х годов с появлением в нашей стране демократических преобразований, у нас появилась возможность работать в этих архивах, иметь доступ к этим архивам. И мы понемножку изучаем нашу историю и восстанавливаем эту справедливость. Спасибо вам большое. Просто я бы еще хотела добавить, в силу того, что мы затронули тему Великой Отечественной войны, нашим институтом, научно-исследовательским институтом, к юбилею, к 75-летию выпущена книга памяти, куда включены более 11 тысяч уроженцев Ингушетии, которые были призваны с территории Республики Ингушетия. То есть это только первый том. Огромное второй количество. том. Еще над этим томом мы будем работать, я надеюсь, и еще будут дополняться эти списки. Я же говорю, это все списки собираются. Особенно мне хотелось бы отметить работу Краеведческого музея, который по крупицам во все времена, со времени, как говорится, Тугана Хаджимоховича, собирают имена этих людей, участников Великой Отечественной войны. Магомед Закриевич, вы наверняка взаимодействуете с научно-исследовательским институтом. Тамара Уматгиреевна является автором-составителем неоднократно сборника о материалах участия наших земляков в Великой Отечественной войне. И она использовала материалы и Федерального архива, и нашего архива, и архива Музея краеведения, за что мы должны быть благодарны, потому что это первые систематизированные, как бы можно сказать, сегодня источники об этом участии наших соотечественников в Великой Отечественной войне. И когда мы говорим о Брестской крепости, и мы двоих назвали, надо отметить тот факт, что там установлено 600 табличек Брестской крепости, только 200 из них подписаны. 400 просто таблички неизвестны. Это специально? Эти таблички ждут своих имен. И эти более 100 человек, которые назвала Тамара Уматгиреевна. Кстати, это же хорошая идея. И наверняка будут подписаны. А почему? Потому что в 2025 году ожидается открытие всех архивов Великой Отечественной войны Министерством обороны России.
Вот к 75-летию Победы в войне были открыты 6000 источников. А имеется подтверждение тому, что вот в 25 году откроется весь архив. Речь идет о доступе. И тогда вот то, что мы недополучили, имена свои, вот, ингушей, да, участников Великой Отечественной, видимо, мы получим. Почему? Потому что в самой Брестской крепости, вот это вот подвиг Брестской крепости, он держался в секрете 15 лет. Только после смерти Сталина стало возможным говорить о Брестской крепости, о подвиге. Те, которые рядом стояли, вот ребята, кто был непосредственно, он будет знать. Как будто ближе всего тот человек, который с тобой был там рядом. Кто бы он, независимо от национальности или кто бы он там не был. Но есть там, ну, может, из 1001 найдешь. А так, в общем, кто делил с тобой тот же кусок или кто тебе спину прикрывал, он тебе ближе всего. Я могу сегодня на 15 число поехать в любую республику нашей России или здесь оставить там, хотя я руководитель ЗСВБ, любого или зама, или городского, районного, потому что тот со мной в разведроте, он служил. Он мне ближе даже, чем те афганцы. Эти 1,5 года, тот же пацан 18-летний, ты уже на него положился, вот лег спать, потому что, не знаю, кругом, кроме Аллаха, никого нет. Тебя в любое время могут прийти или также забросать, или обстрелять, а ты на него надеешься и лежишь, отдыхаешь, потому что уже невозможно, уже на ходу спишь. Война переворачивает сознание? Конечно, переворачивает, с ног до головы даже можно. Все переворачивает, и отношение к этому человеку. Для нас это такая рабочая праздничная дата, поскольку мы регулярно участвуем во всех военно-патриотических мероприятиях, которые проводятся у нас в республике. У нас в большинстве школах есть юноармейские отряды. Я считаю, что нужно помнить и чтить своих героев. Надо знать их историю, чтобы это служило ориентиром для ребят. У нас есть ребята, которые собираются связать свою жизнь с военной службой, которые собираются поступать в высшие военные учебные заведения. И для них тоже это важно, чтобы они учились тяжело, учение легко в бою, как говорится. И чтобы они имели представление о героях, особенно про героев с Ингушетии. У нас есть юноармейские отряды, которые названы героями Великой Отечественной войны. Есть у нас юноармейский отряд в городе Карбулак, 3-я школа, названа именем Адама Хамхоева, героя России. В заключение нашей программы хочу, чтобы прозвучали ваши пожелания с праздником. И обязательно в ключе Маяковского. «Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет». Прошу вас, Султан Хасан. Хочу пожелать нашим учащимся, юноармейцам, школьникам, кадетам, чтобы они любили свою родину, учились хорошо, занимались спортом, трудились физическим трудом, молились, сделали намаз и другое угодное деяние Всевышнему Аллаху, беспрекословно выполняли все просьбы, требования родителей, также требования, просьбы руководства учебной организации, где вы учитесь. Всегда были готовы бороться за счастье, за честь, за достоинство, за безопасность нашей страны. Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим днем Героев Отечества, моих коллег, всех коллег, мира, добра, благополучия, счастья вам, удачи во всем добром, хорошем, долгих лет жизни. Прошу вас. Специальной военной операции, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Мы их ждем, мы их помним, надеемся, что все будет хорошо. Всех участников, всех сражений, которые испытала наша Родина, и особенно специальной военной операции, пожелать им успехов, как было сказано, здоровья и победы в специальной военной операции. Во всех войнах, как вы знаете, Россия выходила с победой. И вот последняя, в которой я участвовал, контртеррористическая операция, мы победили терроризм. Сейчас идет специальная военная операция, и в ней мы тоже обязательно победим. Всем защитникам Отечества желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и мирного неба. Героям Советского Союза, героям России, героям труда России, героям труда Советского Союза. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия в семьях и мирного неба над головой. Всем
ребятам, которые выполняют сейчас задачи специальной военной операции, вернуться здоровыми и живыми к своим родным. Сегодня, в этот праздничный день, святой для нас день, хочется поздравить вот нашего Абукара Хасановича, героя России, который сегодня с нами присутствует здесь, и всех героев Отечества, которые получили героя и которые заслуживают героя России. И хочется сказать вот такими словами пророческими президента России Владимира Владимировича Путина: гордость за славную историю Отечества, вера в его достойное будущее – это то, что объединяет всех нас. Мы присоединяемся ко всем вашим поздравлениям. Спасибо большое за участие в нашей передаче. Уважаемые телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Всего доброго. Адик Хейлшин, Мяштахалт.